Доброе утро всем. Доброе утро. Трехлеток, 22. Съездом. Доброе. Да. Да. Ты что, знаешь, да? Сегодня мы встретили одного из величайших борцов мира Александра Александровича Карелина, трехкратного олимпийского чемпиона, героя России. Сегодня вся Якутия ожидает встречи с этим человеком. Это человек огромной ауры, человек-легенда. Ну и мы, якутяне, очень рады, что он посетил наш суровый край именно в декабрьские предновогодние дни. Но сегодня программа очень насыщенная. Будет встреча в Государственном собрании Тюмень, Республики Саха-Якутия. Потом мы поедем в училище Олимпийской резервы, откроем зал греко-римской борьбы. Потом у нас будет круглый стол о развитии греко-римской борьбы в нашей республике. И потом Александр Александрович и его коллеги проведут мастер-класс с Центра спортивной подготовки «Триумф». И я думаю, это будет апогеем сегодняшнего приезда Александра Александровича, где его ждут очень много любителей борьбы, как вольной, так и греко-римской. Я надеюсь, что с приездом и с пребыванием делегации под руководством Александра Александровича Карелина спортивная борьба в Республике Саха-Якутия поднимется на новые высоты. Добрый день, уважаемый Александр Александрович, наши дорогие гости, уважаемые ветераны спорта, тренеры, преподаватели, уважаемые дорогие учащиеся училища Олимпийского резерва. Разрешите мне от имени главы Республики Саха-Якутия, от имени правительства Республики Саха-Якутия поздравить вас с этим знаменательным днем, днем открытия спортивного зала по греко-римской борьбе. Здесь на Верхнем Волге появился замечательный зал для греко-римской борьбы. Зал, который является продолжением наших ожиданий, потому что и Евгений Васильевич Маевич, его память, и Дмитрий Иванович, каждый из нас, из новосибирской делегации, все мы заинтересованы, чтобы территория борьбы расширялась, чтобы количество залов было как можно больше. И самое главное, чтобы вот эти молодые люди, кто стоит напротив, в состоянии действующих борцов, имели возможность. Александру Александровичу Карелину вручается от Аэро Саха Якутский национальный институт. Максимов Дмитрий Леонидович, лидер спорта, первый мастер спорта СССР, оппозиционный партии. На спортивной карте борьбы России появилась новая Имя которому первый специализированный зал греко-римской борьбы Якутия. Я торжественно поздравляю вас с этим знаменательной исторической датой. А не только рук с плечей
игра. Борьба всегда преодоление себя. Каким ты был вчера, каким ты станешь завтра. В конце 2018 года мы закончили, и в течение 2019 мы должны были открыть этот зал. Но наш Дмитрий Иванович говорит, что надо дождаться. Обещал приехать Сан Саныч Карелин на открытие, и мы его в течение года ждали. Ну, человек занятой, понятно, что занятой и так далее. А тренировки шли уже, ну, зал работал, и вдруг неожиданно в конце 2019 года он дал согласие. Приехал очень большим составом, и зал мы открыли, торжественно, хорошо открыли, очень много людей присутствовало. Самое главное, вот мы узнали о Сан Саныче Карелине, очень много пообщались, познакомились, и он нам дал очень много таких советов, дал из жизненного опыта, как развивать дальше, как сотрудничать. Сейчас уже другими глазами как бы смотрим греко-римскую борьбу, на его философию, на его историю, на его культуру. Я думаю, что для нашей республики эта борьба пойдет, и нормальных, хороших результатов мы, я думаю, достигнем. У нас с вами обзорная экскурсия по музею, по постоянной его экспозиции. Это 3 раздела: природа, культура и история Якутии. Ну, вот некоторые виды до Австралии, Южной Америки. Это произошло, наверное, в далеком 83 году, когда я после 8 класса улетел в академгородок Новосибирский, в физмат-школу, и там начал заниматься греко-римской борьбой. Ну, раньше я тут в селе Намсы занимался вольной, но прилетев туда, там, к сожалению, вольной борьбы не было, но была зато секция греко-римской борьбы. И вот я вступил в ряды буревестника, начал выступать и попал в сборную Новосибирской области, в которой был мой друг и товарищ Александр Александрович. И мне посчастливилось быть свидетелем, как Александр Александрович достиг невероятных высот спортивной жизни. Вот с этого времени мы знакомы и продолжаем дружить, потому что борцовская дружба, она всегда была настоящей мужской дружбой. Уже после истечения какого-то времени у нас родилась идея с новосибирскими моими друзьями
Сан Санычем, что надо как-то вот все-таки постараться развивать греко-римскую борьбу в Якутии. Ну и даже в память нашего друга Евгения Мареева, который тоже был членом нашей команды в городе Новосибирске. Он первый из якутян, который достиг больших высот и стал первым из якутян мастером спорта международного класса. Был членом сборной России, выступал на матчевой встрече сборная мира, сборная России. Было принято решение, что надо все-таки строить зал. Ну и мы нашли совместно решение, нашли выход, что вот здесь, на крыше училища, можно будет построить. Проект, оказывается, уже и раньше был, и мы его с Филиппом Алексеем Алексеевичем, этот проект воплотили в жизнь. Благодаря не только нашим усилиям, но благодаря многим неравнодушным людям, которые вносили свой вклад, хоть маленький, но чем-то вносили. И сейчас мы можем с гордостью сказать, что у нас наконец-то в Якутии построен первый зал. Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать в сокровищницу. Показываем богатство нашей Якутии. Показано месторождение: алмазы, золото, нефть и газ. Начинали присваивать имена алмазам в России, начиная от 30 карат, по последнему указу президента России уже больше 50 карат. Сан Саныч, когда обязательно посещает какой-либо город, он обязательно в свою программу настаивает включить посещение музеев и различных культурных мест. Мы также поддержали эту традицию его и всей командой посетили. Я думаю, команда нисколько не пожалела, что посетила и с таким живым интересом послушала об истории Якутии в Краеведческом музее имени Ярославского, сокровищницу и царство вечной мерзлоты. Благодарен, конечно, тем, кто поддержал сложную, воспринимаемую вольниками инициативу Дмитрия Ивановича Лужницкого о том, что здесь должно появиться все-таки направление греко-римской борьбы.
рамках соглашения ковер мы подарили от Новосибирской областной федерации для того, чтобы больше возможностей было у ребят заниматься здесь классической греко-римской борьбой. Обсуждались обмены, и это заложено в соглашении. Обмены, тренерские семинары, соответственно, совместные сборы со временем, когда будет кого совмещать и объединять. Вот. Ну а так вот как раз совместить поиски, усилия, как проводить соревнования, как заниматься пропагандой, что очень важно для нас сегодня. Потому что можно долго рассказывать о ставках, но не быть убедительными, когда мы ведем набор в школах, когда мы приглашаем ребят заниматься и вольной, и греко-римской борьбой. Сейчас вам показываю несколько телодвижений, которые, очевидно, вам пригодятся в жизни и в борьбе в том числе. После этого готовы ответить на ваши вопросы. И совсем после этого, если захотите, фотографироваться хотите, может, когда первый интервью пофотографируйтесь и по домам. Впечатления самые яркие. Во-первых, погода четко характеризующая, насколько сурова жизнь в Якутии. 50 градусов, дымка морозная. Но и самое главное, совершенно противоположное по накалу, по расположенности встречи. И во время открытия, когда мы благодарили партнеров, тех, кто помогал Дмитрию Ромовичу Ушнинскому создавать этот зал. И то, что такое замечательное соседство, и то, что замечательному тренеру Дмитрию Петровичу Коктину стоит памятник на входе в эту спортивную школу. И школа носит имя прославленного Дмитриева Романа Михайловича. Поэтому все эти совпадения еще четко подтвердили и репутацию якутской борьбы, и, конечно же, перспективы добрососедства и взаимно стимулирующей конкуренции между вольной и классической борьбой здесь, в Якутии. Здесь, в общем-то, как и в других субъектах, вольники произросли из классической, правильной, очень плодородной среды. Поэтому восстановить историческую справедливость и дать возможность ребятам развиваться не только в правилах вольной, но и классической борьбы. Все предпосылки к этому, все возможности, они налицо. Дети разноподготовлены, и это и продиктовало, в общем-то, достаточно широкие расплывчатые утверждения. Потому что показали азы, то, что знает каждый тренер, каждый хрестоматию. На одной из подобных встреч родитель очень требовательно смотрел, сидел 2,5 часа, мы разговаривали с ребятами. Потом подошел, говорит, мы думали, ты сейчас начнешь прием ультраси показывать. А ты показываешь, как ногу поставить, как руку поставить. Это что такое? Я говорю, ну, дело в том, что вот как бросить может показать каждый из тренеров. А вот эти маленькие детали, они делают из хорошего борца чемпиона. Поэтому, ну, еще есть одна подробность. То, что я им сегодня показывал, это очень трудно повторить, потому что это скучно. Это не просто выйти, бросить. Ах! Это выйти и научиться побеждать. Себя, свою неуверенность, только потом соперника. А чуть позже не только побеждать, но и подавлять. Помня о том, что мы представители нации победителей. Неважно, какая кровь нас течет. Кровь якута, русского, представителя русского Кавказа. Главное, что россияне готовят всегда победителей и чемпионов. Я малышам своим говорил, да, что в ближайшее время к нам приедет Александр Александрович Карелин. Они очень ждали его, очень надеялись на встречу, потому что они хотели его увидеть вживую,
хотели взять автограф у него, хотели сфотографироваться с ним. И, конечно, большое спасибо Александру Александровичу Карелину, то, что он для нас сделал такой подарок, потому что этот человек легенда. И вот эти вот малыши, которые в данный момент у нас занимаются изначально греко-римской борьбой, они, конечно, на будущее, они также будут стараться, тренироваться. И я им всегда говорю, что мы тоже были маленькие, но благодаря трудолюбию, терпению и постоянному тренировочному процессу вы тоже будете такие же сильные, как Александр Александрович Карелин, как Роман Власов. Самое главное – это дисциплина, трудолюбие и, конечно, целеустремленность. Такая поддержка, приезд Карелина, конечно, вдохновляет и окрыляет. И мы уже не хотим сидеть сложа руки и почивать на лаврах, успокоиться на одном зале. Наша задача, конечно, дальше расширять географию. Ну, все приложим, все свои силы и умения, знания, чтобы борьба наша развивалась. Греко-римская – это очень прекрасный вид спорта, о чем я никогда не жалею, что начал заниматься этой борьбой. Всех ребят, всех родителей, кто видит меня сейчас, приглашаю в этот замечательный зал борьбы заниматься. Как видите, тренировки ведет чемпион мира Аджи Рустам Иванович, замечательный педагог и тренер. Все его дети очень любят и уважают. Не зря мы за эти 3 года смогли воспитать призеров первенства России. И мы все-таки надеемся, что борцы Якутии громко заявят о себе на международном уровне.